Здравствуйте! Доброе утро! Этот замечательный день встречаем с вами мы, утренние ведущие Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня 15 августа, профессиональный праздник археологов. Ну и мы для вас откопали интересные факты. И кроме этого, в нашей программе сегодня будем провожать лето, подводить некоторые итоги того, как отдохнули наши дети, и продолжаем давать полезные советы на каждый день. И вот еще несколько тем нашей программы. Незабываемое зрелище, как пройдет в Казани фестиваль духовых оркестров. Приятного аппетита! Готовим просто и со вкусом. А также советы, которые пригодятся всем. Генрих Шлиман, известный как первооткрыватель Трои, поставил своей жене гречанке условие. Каждый год он будет говорить с ней на новом иностранном языке. И неграмотная до замужества девушка под чутким руководством ученого-полиглота сама стала полиглотом. Да, с мужем все-таки нужно разговаривать на одном языке, да, и понимать его. Между тем, сами полиглоты считают, что кроме родного нужно знать в совершенстве не менее 4 языков. Свободно и без акцента разговаривать на них, максимально точно переводить звучащую речь и письменный текст, грамотно и понятно писать, иными словами, владеть иностранным языком как родным. Ну и как показывает практика, чем раньше ребенок приступает к изучению иностранного языка, тем лучше. Very good. It is a yellow triangle. Чем увлечь ребенка? Этот вопрос рано или поздно возникает у каждого родителя. К примеру, можно выбрать кружок, урок музыки, хореографию или рисование. А что, если еще до школы начать изучать иностранный язык – английский? Занятия проходят в основном в игровом форме. Я пытаюсь особенно убирать нагрузки, которые у детей есть в нормальных школьных занятиях. Они приходят в основном общаются с друг другом, и пока они общаются, используют слова, которые они уже знают, у них набираются разговорные навыки, и стеснение разговаривать на английском уменьшается. Благодаря таким урокам ребенок не только будет развивать свои лингвистические навыки, он приобретет такие качества, как самодисциплина, организация работы, научится концентрировать внимание и улучшит память. Используя уже давно принятые методики в Канаде и в Штатах, где дают детей более дипломатический способ развития, чтобы они могли развивать самостоятельно, а преподаватель просто им направляет и исправляет сам туда, куда им надо. Много уже знают, что английский язык самый известный популярный язык во всем мире. Из опытов и тоже много говорят, что знания большинство работы, современной работы, которые сейчас принимают людей, принимаются с знанием английского языка. Педагоги уверены, начинать обучение следует в период с 3 до 5 лет. В этом возрасте ребенок начинает проявлять активный интерес ко всему новому, в том числе и языкам. Хочет разучивать детские песни на английском языке и играть в обучающие игры. Мы играем, так учимся. И мне понравилось то, что за правильные работы нам дают стикеры. Мы тут говорим по-английски, и еще если кто-то будет говорить по-русски, то сразу черточка. По-русски не разговариваем, учим английский, смекалку разрабатываем. Здесь много детей, то что тут мы играли, учились на английском разговаривать. Мне понравилось больше всего смотреть мультики и всегда говорить на английском.
Но если ваш ребенок не хочет по каким-то причинам изучать языки, можно его заинтересовать, например, послать в профильный лагерь отправить. И мы продолжаем подводить итоги лета и рассказать, как с пользой его проводили наши дети. На днях завершилась очередная смена в детском экологическом лагере «Биосфера». Как отдыхали в нем дети, чему научились, расскажет руководитель летней смены Рустам Фархулин. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Рустам, вот насколько мы понимаем, «Биосфера» — это все-таки не обычный лагерь, а это скорее лагерь-школа. Да. Вот какие цели вы ставите вот перед собой, как педагоги, воспитатели и перед самими ребятами? Во-первых, я хотел бы сказать, что в этом году это уже 24-й раз подряд проходит вот эта летняя школа экологической тематики. Разрабатывалась она Терентьевым Альбертом Михайловичем, которому должно было бы исполниться в этом году 60 лет. Он был инициатором ряда многих проектов у нас в республике и в России. Одна из них как раз вот этот лагерь, экологический лагерь, школа «Биосфера». Вот. По поводу целей, какие преследуются, это прежде всего эколого-просветительская работа, потому что на протяжении всего года проходит отбор ребята, это участники экологических олимпиад, которые любят заниматься экологией, и они могут приобрести практические навыки именно в летний период. Давайте попробуем разобраться. С утра дети встают, завтракают. Да, в 8 утра у них подъем. Что происходит дальше? Зарядка, линейка. С 9 часов у них начинается учебный процесс. То есть они идут в аудитории. До обеда у них это бывает теоретические знания они приобретают по предметам, таким как экология растений, экология животных, позвоночные, беспозвоночные, гидробиология, лесоведение, почвоведение и так далее. А после обеда у них проходят практические занятия. Например, уже на природе, скажем так. Да, уже на природе. То есть они выходят на природу. Если гидробиология, мы изучали речку Казанку, река Нокса и внутренние водоемы, брали отборы проб, приносили их опять в лаборатории, и там уже изучали, ребята рассматривали, какие виды обитают в этом водоеме, насколько чистая эта река, и так далее. То есть по экологии растений это составление гербария, по экологии животных то же самое, изучают орнитологию, то есть какие птицы обитают на территории лагеря. Так, если у нас это все олимпиадники, да, значит это разные школы, разные сборная школы, солянка из разных всех совершенно увлекающихся экологией. А возраст? Какой примерно возраст? Возраст с 7 по 11 класс. То есть ребята, которые перешли на 7 То есть они уже примерно целенаправленно, которые выбрали уже, наверное, какое-то направление себе. То есть они приходят туда, могли же и дома отдыхать, да. то есть они выбирают эти 18 дней кропотливой работы. Но там отдых наверняка, я так думаю, что тоже присутствует. Да, после 6 вечера у них уже другая жизнь, то есть они там участвуют в других спортивных мероприятиях или нормальные дети, да? Нормальная юношеская жизнь. И так далее. Замечаете ли вы огонь в глазах у этих 8-9 Безусловно. Смотрите, на протяжении, опять же, 18 дней ребята изучают все дисциплины, экологической тематики, а в конце они должны представить научно-исследовательский проект. Либо он один разрабатывает, либо группой. И это, просто заставить ребенка очень тяжело. То есть они сами на протяжении учебы выбирают то направление, которое им интересно, и сконсультируясь с преподавателем, выбирает тему. То есть работа идет заранее? За несколько месяцев, я имею в виду... Нет, то есть приходит он в лагерь, и там уже определяется с темой. Эту тему они дальше могут продолжить у себя, либо это в городе, либо в районе, могут сопоставить какие-то данные. То есть достаточно очень перспективная такая работа. И давайте в завершении разговора, мы же правильно понимаем, что не только летние смены есть, но еще и в течение года учебного ведется какая-то работа? Работа, безусловно, ведется, но я отвечаю только за летнюю смену. Хорошо, пускай тогда коллеги приходят к нам и расскажут, как это еще в течение учебного года происходит тоже образовательный процесс. А еще можно мне поблагодарить всех, весь профессорско-преподавательский состав, всех участников летней смены, потому что отлично получилась работа. Всем большое спасибо, крепкого здоровья, везения, удачи вам на творческом поприще. И вам спасибо, и удачи в очень важном деле экология. Спасибо вам хорошего огромное. дня. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ.
Доброе утро, и подошло традиционное время советов астрологов, к которым мы и приступаем. Овны, вам будет сопутствовать успех во всех делах. Удастся подогнать все хвосты. Главное, чтобы проснулось такое желание. Не стоит сегодня гулять по магазинам. Трата денег может оказаться бессмысленной. Тельцы, попробуйте освоить новый навык, он вам поддастся очень легко. И еще, надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, так ли вам нужно влиять на чьи-то судьбы. Сегодня подходящий день, чтобы совершить какую-нибудь махонькую глупость, которая доставит близнецам много радости и не выйдет боком. Если что-то сегодня вас рассердит, постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Уже завтра это будет не актуально. Раки, сегодня отличный день для того, чтобы записаться на курс. А еще вы можете услышать то, что породит вас новый комплекс или неуверенность в себе. Звезды советуют начать день с улыбки собственному отражению в зеркале. Львы могут случайно наткнуться на информацию, которая заставит задуматься над нынешним положением вещей и подтолкнет к положительным переменам. Если что-то не заладится, не стоит впадать в панику. Девы, вы не сможете вернуться в детство, но сегодня отличный день для того, чтобы впасть в него. Если трудно принять решение, лучше подождите. Сегодня никак не получается сконцентрироваться на чем-либо, что может потянуть за собой много ошибок. Продолжаем программу рассказом о том, как были организованы зеленые каникулы для школьников этим летом. О том, что это такое, школьники, отдыхая в одном из лагерей, узнали у основателя этих каникул. Вот как это было. Лет манит на природу. Мы в детском оздоровительном лагере «Спутник». Говорить о летнем детском отдыхе будем с руководителем проекта «Зеленые каникулы» Тимониным Сергеем Юрьевичем. Сергей Юрьевич, доброе утро. Скажите, «Зеленые каникулы», что это такое и какие перспективы у этого движения? Студия детских программ «Зеленые каникулы» – это организация, где существует много-много профильных программ. Вот. Что такое профильные программы? Это когда вы приезжаете не просто лагерь, да, детский, а лагерь со смыслом, где вас чему-то научат. Там, кулинарные каникулы, танцевальные каникулы, бизнес-каникулы. Сейчас в «Зеленых каникулах» 18 профильных программ. Вот. И задача как раз, чтобы детям действительно было интересно в наших детских лагерях. В детстве вы когда-нибудь ездили в пионерские лагеря? И что изменилось сейчас? Да, они отличаются, пионерские лагеря, тем, что, может быть, там было более строго, что ли, да, в наших лагерях, в пионерских, режим дня. Не то, что сейчас у вас так вот немножко, прям, тихий час надо было обязательно спать, без вариантов, вот полностью прям раздеться и лечь в кроватку и там отдыхать. Вот. И у нас не было столько творческих и ярких мастер-классов, какие есть сейчас в вот современных детских лагерях. Не было столько интерактивных вещей там, да. Вот. Но скучно не было от этого, честно говоря. Мы как-то находили чем заняться. Когда вы создавали «Зеленые каникулы», вы учитывали опыт других стран? «Зеленые каникулы» состоят в международном сообществе детских лагерей. Эта компания называется ICF. И мы туда входим. Вот. И все международные, это США, Канада, Франция, Германия, значит, лагеря входят в эту программу, и мы там между собой делимся постоянно. И вот многие наработки, да, действительно, мы берем и из Запада, но, откровенно говоря, у нас и своих много. Очень часто бываем в Артеке, в Орленке, в Океан ездили. Вот это все международные детские центры, в которых, конечно, собирается все самое лучшее. И мы бываем на всевозможных форумах всероссийских, где обсуждаем проблемы детского отдыха, и в том числе берем оттуда все самое интересное, мероприятия и программы. Какие есть направления у «Зеленых каникул»? Вот, например, я занимаюсь танцами. Есть ли что-нибудь подходящее у вас для меня? Если ты занимаешься танцами, то есть для тебя, и, кстати, очень скоро стартует смена «Танцевальные каникулы», где все направлено на то, чтобы ребенок или научился танцевать, или, если он умеет, развил свои навыки. Расскажите, пожалуйста, с какой целью были созданы эти смены? В какой-то момент я понял, что родителям очень сложно выбрать направление летнего отдыха, и надо очень много искать информацию. Вот для этого и были созданы «Зеленые каникулы», для того, чтобы это было сделать легче. Друзья, департамент продовольствия приготовил к нашему завтраку вкусные и полезные блюда. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита! Наш «Белый завтрак» подошел к концу. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, за интересную беседу. Желаем нашим ребятам отличного отдыха, а телезрителям хорошего дня. Пока! Пока!
Продолжаем программу. Прототип современной детской коляски появился в середине 19 века, когда королева Виктория, мать 9 детей, заявила желание сама гулять со своими детьми в парке, не доверяя это няням. Поскольку гулять с 9 малышами было дело довольно утомительное, королева приказала Представляю, придумать... как выглядела коляска, паровозик. Да, нет, не паровозик, такая вот широкая. Приказала придумать какое-нибудь специальное приспособление. И очень быстро мода на такие детские коляски-повозки распространилась среди аристократов Европы. Любопытно, что в 1880 году детская коляска была приравнена к автотранспорту, и лондонская полиция обязала нянь, катающих коляски, иметь водительские права. Интересно, у них какое было движение, правостороннее или левостороннее? Не знаю, но тем не менее, интересные рассуждения самих владельцев детских колясок. Малышей. То есть не мам, да, а малышей. Давайте послушаем, что они думают о колясках. Коляски бывают у мамы и у девочек. У мамы большая коляска, а у девочек маленькая коляска. А вот такая коляска нужна до куклы спать, чтобы сосать соску. Коляска двужет с велосипедом и самокатом, а не двужет с санками, потому что у нее нет колеса. А еще она двужет с мячиком и с хоккеем. Коляска нужна малышам, когда они еще не умеют ходить. Она малыша катит куда хочешь. И чтобы малыш не упал, его пристегивают ремнем, как в машине. А когда малыш вырастает, коляску другую отдают другому малышу, а малышу одевают сандали. Коляска нужна, чтобы спать маленьким. Это, да, не кроватка. Там лежит подушка, одеяло и еще одно одеяло. Кроватка не качается, это запрещено. А коляска качается, чтобы малыш не плакал. Коляска нужна, чтобы ехать рожденным малышам. У нее есть крыша от ветра, и чтобы вдруг игрушки сдуются. А еще у нее есть колеса. Если одно колесо сломается, то можно его поменять. А если вся коляска сломается, то надо ее отправить на колясочную мойку, купить новую. Вот до того, как обзаводиться колясками, мужчины и женщины должны сначала познакомиться, повстречаться, да? Знаете ли вы, что есть государство, в котором неженатым мужчинам нужно быть особо внимательными, когда они делают комплименты женщинам? В этой стране после комплимента мужчина обязан жениться на женщине. Какая замечательная традиция. Нет, вот этот билет на колесо обозрения у Ривьера достанется тому, кто первым правильно ответит на вопрос: в какой стране после комплимента мужчина обязан жениться на женщине? Это ужасная страна. Никогда туда не поеду. Это рай. Нет. Ладно, в общем, подсказка. Неочевидный ответ, да? Подсказка — это африканская страна, название из 4 буквок. Надеюсь, что вы справитесь. Телефон прямого эфира 570-50-75. Звоните. Африка, да? 4 буквы. Разберетесь. Пока мы поговорим о яблоках. Сейчас в самом разгаре яблочный сезон. Специалисты Роскачества напоминают, что в качественных плодах высоко содержание витамина А, мощного антиоксиданта, витамина С и группы витаминов В. Так, к примеру, витамина В2, необходимого для нормального пищеварения и роста, в яблоках больше, чем в любом другом фрукте. Кроме этого, яблоки содержат пектин, который способствует снижению уровня вредного холестерина в крови, а также нормализации веса. В кулинарной рубрике сегодняшней программы мы представляем рецепт запеченных яблок. Возможно, он вам пригодится, ведь через несколько дней яблочный Спас. Для приготовления этого простого, но очень вкусного десерта вам понадобится 30 граммов грецких орехов, 40 граммов кураги, 10 граммов мускатного ореха, столько же корицы, 1 столовая ложка меда и 20 граммов изюма. Этих ингредиентов хватит для 3 запеченных яблок среднего размера. Лучше, если они будут сладкого сорта.
У яблок аккуратно вынимаем сердцевину при помощи ножа, так чтобы не повредить донышко. Сухофрукты с орехами измельчаем в блендере. Добавляем мускатный орех, корицу и мед. Смесь тщательно перемешиваем и заполняем ею углубления, которые заранее сделали в яблоках. Ставим яблоки в форму для запекания. На дно заливаем полстакана воды. Отправляем яблоки в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем, пока яблоки не станут мягкими. Не забываем время от времени поливать яблоки сиропом, который образуется на дне формы. Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Что, перекусили? Да. А теперь вернемся ко мне полюбившейся теме, к моей полюбившейся теме. Твоей полюбившейся стране. Итак, в какой стране мужчина, который сделал комплимент женщине, обязан на ней жениться? Сейчас узнаем. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Сырья. Сырья. Это женщина, видишь, Сырья. Ну, говорите, где это? Я бы там хотела жить. Сырья, я к вам присоединяюсь. Ну, какая страна-то? Я с вами солидарна. Это государство Тога. Тога. Совершенно да, верно. Правда, да. Сырья, когда у вас отпуск? Вот сейчас буду планировать. Вот, теперь мы с вами знаем, куда мы отправимся в отпуск. Мы туда отправимся, да? Джентльмены, обращаюсь к вам. Не ходите, парни, в Африку гулять в Того. Особенно не надо. Опасно. До добра не доводит. Сырья, мы вас поздравляем. Билетик ваш. Насладитесь Спасибо. видом Казани. Мы за вас рады. Ура! Ну а сейчас советы для тех, кто решил провести день или вечер с нашим каналом. Вот какие программы вас сегодня ждут. Не печалься. Отправьте его в карцер. Завтра мы с ним разберемся. Да, Федор Андреевич, ты действительно заговоренный. С тобой тяжело тягаться. Если сегодняшнюю ночь переживешь, считай, тебе повезло. Завтра тебя выпустят. Петру Грабову удается обезоружить наемного убийцу. Майор Краснов сообщает ему, что он оправдан. Максим просит отца помочь ему найти Аню. «Широка река». Смотрите сегодня в 9:00. Бесконечный хоровод из танцующих и поющих людей. Гости и участники этнофестиваля все вместе исполнят Марийскую восьмерку для сохранения и приумножения народных традиций. Каравай сегодня в 13:00. На самом высоком берегу Камы Руслан Шарафудинов готовит необычное блюдо. Татарские лепешки юка, которые готовятся очень быстро из всего, что дома есть под рукой. Всего несколько простых составляющих дают необычный вкус. На стол эти вкусные лепешки подают с вареньем, с медом, со сметаной. Можно использовать юка даже вместо хлеба. Секреты татарской кухни сегодня в 14:00 на ТНВ. Вторая декада августа продолжает радовать нас комфортным теплом. Какой будет температура воздуха сегодня в Казани? Стоит ли ждать дождей? Узнаем от нашего коллеги Даниила Кинжаева, который, впрочем, продолжает наслаждаться отдыхом вдалеке от дома и от нас. Ну, о погоде здесь, тем не менее, знает. Конечно же, Даниил, привет тебе. Здравствуйте, привет. Доброе утро. Начну с полезной информации. По легенде, греческие мореплаватели после долгих скитаний, увидев землю, закричали «берег». А как известно, берег с греческого переводится как «Ялос». Вот теперь именно на этом месте обосновалось поселение Ялта. Да-да, друзья, я в Ялте, а погоду в Казани вы можете наблюдать прямо вот здесь. У нас погода прекрасная, светит солнышко и медузно. Мне кажется, Даниил Главное, не заплывай в Того, да? В Того. Возвращайся сюда к нам. По-моему, кстати, у Того нет выхода к морю, но это не важно. Даниил нас все-таки обманывает, мы уже это выяснили на третий день, потому что говорил, что он в командировке. Это командировка, да? Это командировка. Хорошо. Ну, в общем, погода сегодня приятная, нормальная, не жарко и не холодно.
Отлично, без дождей, без осадков. Повторы программ, самые интересные интервью, сюжеты. Если вдруг хотите что-то пересмотреть, добро пожаловать к нам на наш сайт tnv.ru. Также в YouTube нас находите и в социальные сети. Конечно же, ВКонтакте, где мы с вами можем непосредственно пообщаться, выслушать ваши замечания, предложения, ну и просто пообщаться. Да, утренняя программа. Здравствуйте, добро пожаловать. Реклама будет недолгой, оставайтесь на нашем канале. И снова здравствуйте. Какие только исследования не делают ученые. Так, американцы исследовали 16 тысяч представительниц прекрасного пола и пришли к удивительным результатам. Оказалось, что женщины с пышными бедрами умнее тех, кому не посчастливилось иметь такие формы. Ну а еще ученые доказали, что люди с широким объемом бедер гораздо реже страдают от диабета и сердечных заболеваний, потому что жировые клетки, расположенные там, содержат гормоны, что успешно борются с этими болячками. И, наконец, как вы думаете, какой орган увеличивает каждая 11-я женщина, что делает пластическую операцию? Уши, чтобы лучше тебя слышать? Да. Нет, не уши, а пятую точку, чтобы сделать ее более округлой и соблазнительной. Так вот, следующий сюжет поможет вам сделать это безо всякого хирургического вмешательства. Вот мы до этого радовались за жительниц Тога, сейчас мужчины порадуются, глядя на этот сюжет. Внимание. Начнем? Примите упор на локти, руки строго под плечами, спина ровная, без прогибов поясницы. Делаем 10 пружинящих махов прямой ногой, при этом носок направлен на себя. Оставляем ногу в верхней точке и удерживаем 10 счетов. Ягодицы держим в напряжении. Затем делаем 10 полных махов, касаясь носком пола. Выполняйте упражнение плавно и задерживайтесь в верхней точке. Можете делать в удобном для вас темпе, главное не делать паузы, чтобы ваши ягодицы постоянно были в напряжении. И уже после 30 секунд вы почувствуете, как они горят. А сейчас мы повторим комплекс на вторую ногу. Special K breakfast. Will it make me lose weight? No. Oh. Around to hear the sound, gunshot, headshot, blown away by the blade. I don't go no stream, no snagger with a. I don't go no stream, no snagger with a. 3 years to all the moon smash your idea. 3 years to all the moon smash your idea. 3 years to all the moon. В этом упражнении у нас работают не только ягодицы и задняя поверхность бедра, но еще и мышцы спины, поэтому махи очень хороши для осанки. А следующее упражнение будет более изолированным, это тоже махи, но мы будем делать их с прямых рук. Следите, чтобы ладони у вас были строго под плечами, а линия от копчика до колена была прямой. И делаем 10 пружинящих движений. Удерживаем равновесие. Плавно поднимаем бедро до параллели с полом. Выполняем 10 раз. И снова удерживаем 10 счетов. Наш комплекс закончен. Не забудьте после этого сделать растяжку. С вами была Женя, Воркаут. Увидимся. Надеюсь, что соберись, Влад. Да. Надеюсь, что мы продолжаем программу. Я не могу больше. Нет, я пойду тренировать. Ладно, все. Человек может различать до 10 тысяч оттенков запахов. Среди многообразия ароматов наиболее соблазнительными для нас являются цветочные и запахи растений. А эфирные масла наряду с растительными – это популярные натуральные продукты, которые широко применяются в косметике и косметологии, как ароматерапии в качестве расслабляющего или успокоительного, при приеме ванн, при ароматизации помещений для повышения бодрости и многого другого. Разберемся по порядку с некоторыми эфирными маслами.
Начнем, пожалуй, с эфирного масла апельсина. Оно прекрасно очищает, тонизирует и возвращает упругость кожи. Обращаем ваше внимание на то, что в чистом виде эфирные масла цитрусовых использовать нельзя. Вы можете добавлять их в различные кремы и скрабы против целлюлита, а также в натуральные косметические масла, которые выступают базой-проводником для эфирных масел. Перед использованием любого эфирного масла обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что у вас нет аллергии на тот или иной продукт. Эфирное масло лимона обладает антисептическими, детоксикационными и отбеливающими свойствами, великолепно смягчает кожу, помогает в борьбе с пигментными пятнами, может заживлять трещины, устранять ломкость ногтей и придавать волосам блеск и шелковистость. Эфирное масло розмарина уменьшает секрецию жирной кожи, способствует сужению расширенных пор, выравнивает рельеф кожи, помогает сделать менее заметными шрамы и рубцы, а также в борьбе с угревой сыпью, обладает ярко выраженным антицеллюлитным действием. Масло чайного дерева является отличным природным средством от акне и угревой сыпи. Обратите внимание, что в чистом виде его ни в коем случае нельзя применять. Обязательно используйте косметическое масло-базу, выступающее проводником для эфира. Также у этого эфирного масла много противопоказаний. Обязательно с ними ознакомьтесь. Запахи, которые вырабатывает мята, оказывают на человеческий организм физическое, ментальное и эмоциональное воздействие. В составе эфирного масла мяты находятся молекулы, способные оказать воздействие на нервную систему человека, при этом корректируя эмоциональное состояние и физическую активность. Аромат эфирного масла мяты способен тонизировать уставший организм, восстановить силы и снять стресс. Так, всего 1 капля масла, нанесенная на виски без растирания, поможет вам избавиться от головной боли, а при использовании с базовым маслом помогает в борьбе с расширенными порами. Ну и, конечно же, эфирное масло мяты незаменимо для расслабляющей ванны. В качестве проводника советуем использовать молоко. И, наконец, эфирное масло лаванды. Лаванда – признанная королева ароматов. Уникальные косметические свойства лаванды выражаются в ее дезинфицирующем, противовоспалительном и подсушивающем воздействии. Этим обусловлено довольно частое использование эфирного масла лаванды в производстве косметики для жирной и комбинированной кожи. Эфирное масло лаванды в уходе за кожей, подверженной частым воспалительным процессам, обладает ранозаживляющим и генерирующим свойствами. Целебные свойства лавандового масла также помогают регулировать выработку кожного жира, что препятствует образованию жирного блеска и закупорки пор. Лучше всего использовать эфирное масло лаванды в качестве добавки в уже готовые косметические средства. Пройтись по городу с оркестром и просто полюбоваться искусством духовых оркестров со всей страны смогут казанцы в рамках фестиваля «Фанфары Казани». Подробности этого масштабного культурного события узнаем у нашего традиционного утреннего гостя, организатора фестиваля Аделины Мартьяновой. Аделина, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. В который раз фестиваль проводится «Фанфары Казани»? Фестиваль «Фанфары Казани» будет проходить в городе в 7-й раз. Это ежегодный фестиваль? Это ежегодный фестиваль, он проходит традиционно с 2012 года, а с 2014 основной площадкой фестиваля является Казанский Кремль. В этом году фестиваль вышел за рамки города. Помимо основной площадки в Казанском Кремле, в фестивале оркестры выступят на сценах в обновленных парках и скверах города. Вот, впервые в этом году фестиваль будет идти 4 дня, с 16 по 19 августа включительно. То есть уже завтра? Да, уже с завтрашнего дня. И первый концерт пройдет за день до открытия. То есть завтра первый концерт свой даст. То есть это не открытие? Нет, это будет не открытие. То есть зрители смогут познакомиться с оркестрами еще до торжественного начала фестиваля. 16 августа в 16:00 на площадке перед театром Камала свой первый концерт даст старейший российский оркестр из города Владивосток. А какие еще оркестры будут представлены, из каких городов и вообще сколько? Да, в этом году 19 оркестров участвуют в фестивале. Помимо оркестра из Владивостока, который прилетает спецбортом, получается... Это самая далекая точка, самая дальняя? Да. Это самая дальняя точка, и это стало вообще возможным благодаря нашему партнеру фестиваля, это Международный аэропорт Казань. В этом году выступят оркестры из Беларуси и Казахстана.
То есть Также, уже вышли на международный уровень. Я фестиваль правильно вышел понимаю? на международный уровень еще в 2016 году. Там выступил оркестр из Казахстана, он уже своего рода друг и постоянный участник нашего фестиваля. В прошлом году выступали оркестры из Турции. Вот, а в этом году будут белорусы и казахи снова. Опять же, репертуар будет и на белорусском, и на казахском языке. Оркестры сыграют и споют. Вот. Они еще и поют? Да, они еще и поют. Только мужчины выступают или женщины тоже? Нет. Традиционно постоянным участником с момента основания фестиваля является женский джаз-оркестр «Фантазия» казанский. Это уникальный оркестр, в составе которого только женщины, и все оркестровые партии исполняют только они. Также в прошлом году было яркое выступление нижегородских мажореток, девочек. В этом году мажореток, барабанщиц и мажореток. Ага, это ладно, девушки, они играют на барабанах. Не путать с мажорками. Да-да-да. Вот, в этом году выступят девушки, тоже мажоретки, из Уфы. То есть, мы думаем, будет не менее яркое выступление. Простите, я не могу Девушки, спросить, это всегда ярко, а мажоретки что значит тем слово более. мажоретки? Я просто мажоретки это происходит от французского слова тамбур-мажор, то есть мальчик, который играет на барабане. Вот, и то же самое у него была девушка. Это вот девушки, которые с барабанами идут красивые, в коротких юбочках. Да, очень красивое зрелище выступления. Вы сказали, что джазовый оркестр, да, выступает. Давайте немножко про жанры. То есть мы не будем раскрывать какие-то тайны, кто что будет исполнять, но в целом, что можно будет услышать? Что-то необычное, может быть, непривычные марши. Вообще, самым ярким выступлением является это, когда 19 оркестров играют гимны Российской Федерации, Республики Татарстан. То есть будет вот сборный номер такой? Сводного оркестра, да. Вот, он пройдет на территории Казанского Кремля, на традиционной площадке в день открытия, 17 августа в 17:30. А также, до последнего каждый оркестр все равно хранит интригу о своем выступлении, но уже известно, что, как я уже сказала, будут сыграны композиции казахских, белорусских композиторов, а также один из оркестров готовит индивидуальную программу в стиле рок. Также будет выступление, построенное на казачьей тематике, так что, думаю, будет интересно. Это очень интересно. Это очень интересно. Да, как попасть? Желающих наверняка будет много. Вход на фестиваль абсолютно свободный, то есть и в Казанском Кремле, и в парках и скверах города никаких возрастных ограничений нет. То есть каждый желающий может прийти. В оркестре сыграют вот на площади перед театром Камала. Да, вот, может быть, уточнить по датам, чтобы уже целенаправленно люди знали, строили планы, куда идти. Хорошо. Ручки в руки записываем. 16 августа будет дан старт фестивалю. На площадке перед театром Камала сыграют первые оркестры, а также в парке имени Урицкого также будет дан уже концерт. 17 августа будет торжественное открытие. С 14:00 оркестры пройдут по улице Баумана торжественным маршем. И уже у стен Казанского Кремля будет построение, а далее открытие на основной площадке. 18 августа оркестры также сыграют в парках. Это парк Победы, парк Черное озеро, в парке Крылья Советов. И 19 августа оркестры сыграют также в Казанском Кремле и на Кремлевской набережной. Это уже закрытие будет? Да, это уже будет день закрытия фестиваля. Слушайте, последний организационный момент, так уж просто ради любопытства. Это фестиваль или это соревнование? То есть все выступают просто ради красоты? Это фестиваль, да. Победителей не будет, да? Да. Хорошо, тогда победители будут все казанцы, которые смогут это посмотреть. Да. Спасибо большое, это супер интересно, будем наслаждаться вместе с вами. Тем более, да, что это приходится еще на выходные дни. Да, конечно. Фанфары Казани. С основной программой, в принципе, можно будет познакомиться на официальном сайте Кремля и мэрии города Казани. То есть везде это есть. Интернет вам поможет. Спасибо, Аделина. Желаю вам удачи. Ну, а что интересного сегодня в Казани происходит, куда вы можете сходить? Узнаем у Камилы Хакимуллиной. Вернее, не Камилы Хакимуллиной. Сегодня, да, она нас покинула. Вернется, может быть. Внимание. До Нью-Йорка поехала. Сегодня культурная среда. Проект под таким названием проходит во всех парках города. В них будут организованы летние читальни, обмен книгами, всевозможные мастер-классы, концерты, флешмобы, квесты, самые разнообразные развлекательные программы для детей и взрослых. Так в парке «Континент» будет организован фестиваль воды. Пришедших ждут пенные шоу и аквааттракционы.
В парке Сосновая Роща пройдут мастер-классы по народным танцам, а в Горкинско-Аметьевском лесу по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Каждый парк города подготовил свою программу. Мероприятие стартует в 5 часов вечера. А перед театром кукол Акията выступит хулиганское струнное трио Казани «Злачное место». Самые популярные мелодии кино и эстрады, классическая музыка и рок. Все это зазвучит захватывающе и по-новому, но все так же узнаваемо. Уютный мастер-класс по рукоделию пройдет в одном из тайм-кафе Казани, который называется «Свободное пространство». Все пришедшие смогут своими руками связать яркую, красивую и, безусловно, очень нужную в домашнем хозяйстве корзинку. С собой приносить ничего не надо, все материалы вам предоставят на месте. Те, кто ради своей красоты готов пожертвовать утренним сном, могут прийти завтра на набережную озера Кабан в 7 часов утра. Здесь состоится тренировка для тех, кто хочет иметь неотразимые ягодицы. Комплекс упражнений подобран с целью накачать именно эти мышцы. Ну, Влад, сегодня твою нервную систему просто на прочность проверяют. Я в порядке. Я в порядке. Ладно, ждем, когда к нам вернется Камила Хакимуллина с Даниилом Кинжаловым. Да, может быть, пока... по отдельности вернуться. Кто знает, кто знает. Ну, а пока пришла пора завершить предсказания астрологов на сегодня, 15 августа. Внимание. Весы. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер. Вот прогноз для вас на сегодня. Позвоните родителям, если есть возможность, стоит заехать к ним. И это отличный день для покупки подарка. Опять-таки для них. Скорпионы, если вы случайно найдете что-то, что покажется вам золотым, то вспомните о том, что не все то золото, что блестит. И еще подумайте, может, вы давно не уделяли должного внимания своей второй половинке. Сегодня есть шанс все исправить. Древняя мудрость гласит, что молчание – это золото. Будет эта поговорка уместна по отношению к стрельцам. Причем во всех сферах жизни. Помогите сегодня другу даже в банальной мелочи. Это укрепит вашу дружбу еще больше. Сделанные сегодня добрые дела подарят козерогам внутреннюю гармонию. Сегодня не стоит организовывать никаких вечеринок и посиделок. Вы проведете весь день в ожидании вечера, но не все надежды будут оправданы. Конечно, никаких вечеринок, сегодня среда. Водолеи. Работа сегодня принесет вам хорошие перспективы на будущее. Двери, в которые вы стучитесь, не совсем глухие и не так уж прочно закрыты. Рыбы, сегодня вам покажется, что вы столкнулись с реальной проблемой, но посмотрите на нее с другой стороны, и вы поймете, насколько она комична. Надеемся, что все получится. Итак, это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Вот что вас ждет завтра. Инклюзивное образование, что всем стоит о нем знать. На заметку, готовим теплицу с осени. Приятного аппетита! Готовим свекольный холодник. Холодник? Я не ослышался? Это такой холодный суп. Летний как раз, очень кстати. Вот уже первый вопрос на завтра. В общем, каждый будний день в 8:10 на телеканале ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». Мы рады насыщать вас полезными советами. Информацией, да. И мы сегодня получили тоже полезную информацию, куда нужно не ехать и куда... А куда нужно ехать? Кому нужно ехать и куда. Сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. Завтра в это же время 8:10 на ТНВ мы с удовольствием начнем новый день вместе с вами. И узнаем, что же такое холодник. Всем удачи!